Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие зрители, гости канала, не забывайте подписываться, нажимайте на колокольчик и получайте уведомления о новых видео. Огромное спасибо заранее за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии. Тема сегодняшнего гадания звучит так. Сложные отношения. Стоит ли оставаться в этих отношениях? Если тема интересна, если вы в сложных отношениях, пожалуйста, посмотрите на песочек. Подумайте о своем любимом человеке, либо о том, кто вам нравится, интересен. Мысленно, либо вслух задайте этот вопрос. Сложные отношения у меня, и назовите человека по имени. Стоит ли мне оставаться в этих отношениях? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Давайте же посмотрим, что у вас по отношениям. Стоит ли вам быть вместе и в каком формате лучше это все делать. Так, эти отношения, они явно порченные. Сразу бросается в глаза мне вот это вот трезубец такой, да, вилка. И тут как будто бы, пронзили одного из вас, вот одно острие пронзило. Значит, я вам скажу так, что вот он, этот человек, который ваши отношения портит. У кого-то это может быть соперница, в прямом смысле слова, женщина-соперница, которая любой ценой, подлая, гадкая, противная, пытается разрушить ваши отношения. И даже не потому, что ей, например, нужен мужчина, а потому, что это ее какая-то внутренняя деструктивная установка, да, то есть я и сама несчастлива, и никому счастья я тоже не дам. Кстати, может быть, это и мама. Бывают такие ревнивые мамы, к сожалению, либо бабушки, либо тети, которые, могут пойти на разные вещи, да, на многое. Да. Причины могут быть разные. От внутренних установок до, например, психических расстройств. К сожалению, это общее гадание, это нужно смотреть отдельно, да, и понимать, что происходит. Я вижу, что ваши отношения, они идут как порченные. То есть у кого-то магия, у кого-то шантаж, у кого-то прессинг, у кого-то может быть какая-то вот прям игра, причем такая достаточно хитрая и тайная, понимаете? Здесь все, манипуляции, здесь прям какой-то изысканный шантаж идет, очень много всего накручено. Но без злой воли вот этого человека ничего бы не происходило. То есть никакая бы магия, никакие бы там игры, ничего бы это не работало. Самый главный триггер — это злая воля вот этого человека. Но это явно женщина, это не мужчина, поэтому у большинства отыграется как женщина, буду рассказывать на женщину. Эта женщина, она сама себя ограничивает, она считает, что она просто центр вселенной, что она умница, молодчиночка, но жизнь у нее несчастная, да, так бывает. Она говорит, вот хорошим людям в жизни не везет, а я очень хорошая, поэтому жизнь у меня очень плохая. Прям так и говорит. Она, может, и вам жаловалась, либо вы слышали такое от нее. Вот кто так говорит, знайте, что это именно она. Она ненавидит всех людей вокруг. Всех людей она считает какими-то глупыми, безобразными, тупыми, там, прочее. То есть для нее нету какого-то человека, на которого, ой, да он же такой там умный, хороший, просто. Вот этого мужчину она тоже не считает умным, либо хорошим. Он ей, знаете, как есть такое понятие служка, да, типа прислуживать он ей должен, там, исполнять ее, может быть, какие-то мечты, желания, материальные какие-то мечты осуществлять, либо всегда быть рядом, да, вот такой человек, который всегда вот по вызову готов прийти, там, я не знаю, что-нибудь ей там сделать, отвезти, привезти, там, любое желание ее выполнить, понимаете, вот такая она женщина. Если у этой женщины, она, например, бывшая, либо настоящая жена этого человека, то она не отпустит, она будет делать все, вплоть до, я не знаю, каких-то жутких обрядов, лишь бы этого человека не отпустить. И здесь пойдет даже не столько, сколько он ей там нужен, да, либо
там, нужен для денег, да, здесь именно пойдет ее принцип, противный принцип, что типа, если не мне, то и никому, да, как это, я буду, значит, тут сидеть, брошенка несчастная, а ты там типа будешь счастливо жить. Нет, она все сделает, чтобы было очень плохо. А также это может быть женщина, которая положила глаз на вашего мужа, понимаете, и у вас отношения начали портиться, изо дня в день все хуже, 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 хуже. Там ситуация другая, она может на вас грязь лить, она может и всякий негатив делать, и специально, да, настраивать вашего мужа против вас. То есть специально, как будто бы показывают, смотри, какая она там не такая, плохая, там, неудачливая, некрасивая, там, старая и прочее, прочее. То есть может даже людей вокруг подговаривать, чтобы, ну, у вас неприятности были, и чтобы у вашего мужчины неприятности были. И она потом бы сказала, а вот ты знаешь, твоя жена, она же такая, там, видно, магичит, поэтому у вас, типа, неприятности по жизни идут. Здесь человек способный на все, абсолютно на все. Если мама, то пока она, извините за слово, находится в этом мире, то она тоже будет биться просто в лепешку, чтобы ваше счастье не случилось и не сложилось. У нее свое представление о счастье, например, своего сына, и вы крайне не вписываетесь в этот образ, и она считает, что вы там какая-то безалаберная, извините, руки с другого места растут, и вы какая-то алчная и прочее, прочее. То есть она уже там себе в голове все расписала, что вы там ради, может быть, там прописки, я не знаю, там важна эта прописка, ради там квартиры, наследства, жизни там, не знаю, в большом городе, на все пошли, чтобы вот его там захомутать, и бедный мальчик там попал в лапы распутной женщины. Ну, то есть такие вот мысли есть. Она не спросит своего сына, сынок, а что сделает тебя счастливым? Нет, она будет делать все, чтобы вот ее злая воля реализовалась. Вот, потому что она права всегда и во всем. Все, вот эта точка. С этой женщиной невозможно будет ни подружиться, ни помириться. Здесь, ну, знаете, нужно тогда воровать этого мужчину у этой женщины и бежать с ним куда-нибудь, прятаться, скрываться, чтобы она вас никогда не нашла. Только в таком формате. Мужчина очень слабенький. Мужчина очень слабенький. Здесь вышла она, здесь вышли вы. И опять же таки, как вы вышли? Вот вы девушка, да, а мужчина сзади вас прячется. Вот опять, вы девушка, мужчина прячется. То есть мужчина слабый, слабохарактерный, бесхребетный. Да, он может быть там какой-то мачо-мен, выглядит он очень круто, но на самом деле очень мягкий внутри. Прям нереально мягкий. И она им вот без проблем может играть и управлять. То есть на вашу волю, на вашу силу, ну, не было бы ее уже и в помине, да, и близко бы не было. А вот он нет, он, ну, это не обязанность, это вот, это что-то другое, это вот слабая воля, это, да, он слишком внушаемый, понимаете, внушаемый, и он побаивается, она может его шантажировать всем чем угодно, и говорит, что там из-за тебя я покончу с собой, либо из-за тебя мои годы там станут меньше, да, там укоротишь мне жизнь и прочее, прочее. То есть женщина, она умеет, знает и дергает, просто дергает его за причинное место, и все, ему ничего не остается, как кривиться от боли и смиренно следовать за ней. Да. Как говорится, медведь покорно потопает за охотником. Так оно и происходит. Мои милые, ну что я могу сказать? Стоит ли вам бороться? Ну да, вам стоит побороться. Но как? Здесь открытая конфронтация не пойдет. То есть вы не сможете с ней биться открыто, лицом к лицу, один на один. Нет, она уйдет от этого момента, она найдет любой повод, чтобы вас там облить грязью, оклеветать. Я не знаю, там даже может вплоть до того, что там что-то вам подкинуть, сказать, что вы украли у нее. То есть женщина очень подлая. Поэтому либо, кстати, кого-то подговорить, да, вот, то есть от нее можно ждать чего угодно. Здесь нужно действовать очень резко, дерзко, то есть взять этого мужчину и просто куда-то пропасть. Если есть у вас такая возможность, делайте. И тогда будет вам счастье, тогда вам будет большая радость именно вместе с этим человеком. Но если вы будете отмалчиваться, отсиживаться и выжидать, пока что-то произойдет, этот мужчина никогда не сделает никакого выбора. Он будет терпеть, он будет умалчивать, и счастья это не принесет ни вам, ни ему. К сожалению, идет такая картина. Девочки, которые слабенькие, которые вот знают, что они добренькие, что у них душа открытая, большая, но мужчина вообще вам не по зубам. Он не дастся, и вы в эту черную кошку, понимаете, которая все время вот как пантера прыгает, да, вы от нее не избавитесь, она вас, просто скушает, да, извините, но вот так оно идет. Вот, вам, конечно, лучше тогда сразу либо отступить, либо
Но она вообще даже и дружить вам не даст, вот честно, вот она не даст. Но мужчина пойдет на откуп от этой злой женщины. Мои милые, ситуация здесь неординарная. Здесь, конечно, нужно лучше индивидуально смотреть, кто себя узнал в этой ситуации. Вы себя тоже знаете, да? Если мужчина ваш готов все бросить и бежать с вами, лучше это делайте, бегите. Вот там вы будете счастливыми, когда вы будете далеко от этой женщины, далеко от этих обстоятельств, от этого места. Если понимаете, что вы не готовы, что не стоит овчинка выделки, тогда лучше разрывайте эти отношения, чтобы ни вам не было мучительно больно, ни ему, потому что она не успокоится. Ну, думайте сами, решайте сами, выбирайте сами. Я вам обрисовала ситуацию. Я здесь счастливого исхода при, например, там, борьбе, либо какой-то изнурительной процедуре там, ожидания, да, что вот вдруг звезды сойдутся, она переменит мнение обо мне, я не вижу, честно вам говорю. Но вообще, конечно, лучше все индивидуально посмотреть. Так, мои дорогие, на этом гадание мое закончено. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.